Алдиар, ты не забыл? У нас сегодня встреча с коллективом очарования. Да, Мадина, я не забыл. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня вместе с вами мой коллега Маулитов Алдиар И моя соведущая Тумимбаева Мадина. И мы начинаем программу под названием Кайнар Event, где мы активно знакомимся с творчеством коллективов образовательно-досугового комплекса Кайнар. А сегодня мы решили окунуться в мир танцев. Если в прошлом выпуске наши коллеги Хадиша и Адиль познакомились с творчеством образцового хореографического ансамбля «Радость», то в этот раз редакция нас отправила в гости к образцовому хореографическому ансамблю «Очарование». Стоп, мы же не решили, кто будет танцевать. Сыграем? Я Решка. Я Орел. Орел. Успехов нам! А тогда поехали. Здравствуйте! К вам в гости съемочная группа Казанлэнд. Можно? Мы рады вам. Проходите. Конечно, можно. Проходите. Марина Николаевна, я бы хотела научиться пару хореографическим движениям. Кто может помочь мне с этим? У нас есть выпускница этого года, Джаманова Светлана. Она может вас обучить всему. Туда идите. Привет, Света, меня зовут Мадина, и я юный журналист медиацентра Кайнар КЗ. Я бы хотела узнать очарование в твоем коллективе и поближе познакомиться с тобой. Привет, Мадина, я выпускница ансамбля «Очарование». Какие вопросы тебя интересуют? Расскажи, пожалуйста, почему именно очарование? Чем этот коллектив привлек твое внимание? И почему ты решила остаться тут? Когда я пришла в «Очарование», мне было 13 лет. Пришла я сюда по совету моей подруги. Сейчас мы в одном коллективе. Когда я начала работать, мне сразу затянуло, мне очень сильно понравилось. Понравились наши хореографы, поэтому я здесь. Хорошо. Скажи, пожалуйста, ты бы хотела связать свое будущее с танцами? Изначально у меня была такая мысль, но я поступила на другую профессию, поэтому танцы сейчас для меня это мое хобби. Получается, ты сейчас не учишься в школе? Нет, я учусь в колледже, я учусь на учителя. Хорошо. Расскажи, пожалуйста, какие у вас есть особенности в коллективе и сложно ли было влиться в коллектив? В коллектив вливаться было вообще не сложно, достаточно дружный коллектив. У нас есть посвящение в танцоры, день танцора. Также у нас отчетные концерты, посвященные выпускникам. Также каждый день рождения мы дружно поздравляем этого человека всем коллективом. Так как тебя интересует жизнь нашего ансамбля, я могу показать тебе пару движений, так как мы работаем. Движение из танца море – это мой любимый танец. С удовольствием. Пойдем. Марина Николаевна, здравствуйте. У нас есть несколько вопросов, которые интересуют нас. Можно ли задать их? Здравствуй, Алдияр. Конечно, я отвечу на все твои вопросы. Скажите, пожалуйста, сколько лет очарованию? Буквально об истории. Нашему ансамблю 28 лет. Образовался он еще в старом доме пионеров по улице Строительной. Это было двухэтажное маленькое здание, и именно первые очаровашки первые свои шаги делали в том здании. Что было самым сложным начинанием? Ой, самым сложным начинанием было, конечно, у нас хореографический город, и здесь было уйма достойных коллективов. Очень было сложно выйти на их уровень. Но всегда везло очарованию в том, что у нас дети были сильные, верящие в себя. И потихонечку мы этот рубеж достигли, что
стали образцовыми и вышли на красивый большой уровень. Сложно ли найти общий язык с детьми? Работа с детьми вообще очень сложно. Помимо того, что найти надо язык, надо еще найти язык танцу. Надо их научить любить танец. И вообще работа это очень сложная. Но мы стараемся. И у нас есть результаты. Что бы вы хотели посоветовать новичку? Новичку, который только приходит, самое главное смелость и в себя верить. И достойно представлять наш Казахстан на уровне хореографического искусства. Сколько в общем выпускников в очаровании, которые пошли по стопам хореографии? У нас очень много хореографов и достойных хореографов. Я начну с нашего города. В нашем только городе есть коллектив Лены Смирновой, образцовой, это наша выпускница. Вот наша Лилия Юносовна, это тоже наша выпускница. Помимо этого, в нашем городе только работают, по-моему, 4 человека хореографами. Вот. Помимо этого у нас в Германии есть Катюша Никитина работает, она создала свою школу, причем у нее нету образования специального, она работает с сертификатом нашего ГЦК, ой, господи, нашего Кайнара. Вот. Дальше, самая первая наша выпускница Ольга Панковец преподает хореографию в Алтайском хореографическом университете. Юля Фролова у нас в Омске, тоже она в колледже преподавала хореографию, сейчас у нее тоже свой ансамбль. Вот. Ну, по всему миру наши дети уже разбросаны. Оля Еворская у нас не только хореограф, но и модель. У нее есть свой тоже большой ансамбль, вот, и помимо этого она еще и моделью представляет. Сейчас у нас очень много детей, которые учатся еще в высших учебных заведениях и специальных учебных заведениях. В общем, я горжусь своими выпускниками, потому что даже вот вчера у нас пришло 3 моих выпускников, и вот мы все вместе и танцы делаем, и что-то они новенькое нам приносят, свежее. Ну и дружба у нас через года идет. Спасибо, Марина Николаевна, за такие на вопросы ответы. Ну как, на все вопросы ответы получил? Да, кстати, я видел, как ты танцевала. На этом все, дорогие телезрители. Надеемся, вам понравилось наше знакомство. До новых встреч. Пока!